Город женщин приветствует вас! Сегодня уже 2 февраля, пятница. И традиционно в канун выходных с вами будем мы, Юлиана Ким, Саргалана Амосова и я, Мария Павлова. А сегодня мы будем говорить о наших детях. Ведь они наше будущее, они наша надежда, они наше продолжение. И открывая немного завесу тайну, скажу, что сегодня мы пригласили многодетного отца, педагога-психолога, а также самих подростков. Как раскрыть ребенка, научить его быть ответственным, научить правильно принимать решения и как его хорошо воспитать. Эти вопросы во все времена волнуют всех мам и пап. Ведь самая большая награда для родителя – это счастливый и гармоничный ребенок. Итак, наша тема – как мотивировать своего ребенка. Всем доброго дня, а мы начинаем. И прежде чем мы начнем приглашать в студию гостей, хотим показать, что же придумала наша затейница, рукодельница Юлиана Ким. В эфире рубрика «Фабрика идей». Сегодня в нашей рубрике «Фабрика идей» я подумала, что же можно сделать для подростка, что может сделать сама девочка. И подумала, что было бы неплохо, если бы это была какая-то феечка, то есть то, что модно, да, сейчас у подростков, браслет на руку и ожерелье на шею. Но прежде чем начать, я бы хотела попросить моих девочек подойти и мне помочь. Наконец-то. Наконец-то мы подойдем к тебе за стойку. Сегодня мы поэкспериментируем. Маша, подойди сюда, ты будешь держать вот этот крючок. Значит, у меня в руках находится трикотажная пряжа. Это сейчас очень модный тренд, буквально вот этой весной и летом. Прям цвет нравится. Да, у них очень яркие, такие как раз то, что нравится молодежи. Я отрезала кусок 8 метров. Так, и кончики один тебе, один мне. И сейчас я начну их скручивать. С другой стороны тоже беру крючок и делаю около 25 оборотов. Нет, ты не крутишь, ты держишь, да. Я гвоздь такой, да? Да. Если у вас нет помощника, вы можете на ручку двери прикрепить, встать рядышком и все это наматывать. Мы начнем с ожерелья. И сделаем, Саргалана, для тебя ожерелье, потому что ты у нас такая современная, сегодня модная. И также у тебя будет браслет. Здорово, здорово. Таким вот образом сильно мы закручиваем. Теперь аккуратненько ты ко мне подходишь. Так, я беру за другой кончик, я отпускаю, и у нас вот что получается. Вау! У нас скрутилось, да? Это первая часть. Прям волшебство. Да. Также мы сейчас сделаем вторую. Давай, Саргалана, ты держи вторую часть, и потом мы их вместе соединим. Для этого украшения не нужно иголок, ниток. Нам понадобится еще клей-пистолет и трикотажная пряжа. И особых навыков шитья тоже не нужно. Да. А можно сейчас я сделаю это волшебство? Можно. Это украшение может сделать любая девочка буквально за несколько минут, за 2-3 минуты. Ага. Так, Мы давай, крутим держи, прям, да, вот он аккуратненько, такой. Аккуратненько Так, держи. Да, вот так. Так, И держи вот теперь за нижнюю часть, это одной рукой, за нижнюю часть. Вот так. Да. Ага. И просто отпускаю? Да, резко отпускай Давайте нижнюю раз, часть. 2, 3. Вот. Теперь эти две части мы будем соединять в одно ожерелье с помощью двух маленьких ниточек с одной стороны и с другой стороны. То есть мы заходим в отверстие, которое у нас осталось. Так, теперь захватываем нить и привязываем с одной стороны. Вот таким образом Надо мы было засечь соединили. время. Да сколько у нас минута прошла? Как это можно быстро сделать? Мне кажется, даже меньше. Так, и вторую часть также с этой же стороны заходим крючком, захватываем нить, пропускаем ее. Так, и также мы завязываем. И такой яркий акцент сразу. Да, и такой яркий акцент сразу. И вот посмотрите, что у нас получилось. Вот такое красивое ожерелье. Но это еще не все. Я сейчас дам задание девочкам. Саргалана, смотри, ты будешь делать браслет.
Это у нас буквально 2 метра, я отмерила, 3 ниточки. 3 ниточки. 3 ниточки. На самом начале нужно сделать узелок, вот таким вот образом, да? И руками ты будешь косичку вот так плести. Так, я делаю вот в Вытаскиваем. это отверстие, я просовываю пальцы и Просовываешь вытаскиваю. пальчики и Да, вытаскиваешь. хорошо. А Маша будет делать Так, такое же, Я, честно, вот делаю впервые такое. да, но подлиннее, Маша. Ага. И тоже такой же принцип. Да. А я затягиваю Вот. сильно? Нет, не сильно. Мы делаем вот такой круг, захватываем нить, Ага, то есть размер я... и у нас Вот что-то у получилась меня- первая петелька. Теперь, Так, теперь Ага. вот так. И таким образом дальше до конца. У тебя подлиннее, потому что у тебя ожерелье, Я нашла у себе Сарглана- занятие до конца передачи. а у Сарглана будет покороче. так, так, так. И еще у меня есть всяческий бисер. Мы сейчас с помощью клея-пистолета приклеим его на наше ожерелье, и оно приобретет еще и такой гламурный вид. Также мы не забудем и про мам, сделаем для них потемнее ожерелье. И не забудем про маленького братика. Для него мы сделаем черный браслет и приклеим туда супергероя. Так, я закончила. Здорово. Ты закончила? Можно я с собой возьму это? Теперь вот так выпускаешь. Буду дальше и крутить. всё. И браслетик вот здесь немножечко мы расширяем. У нас как Хорошо. бы морской узел, да, получился? И Хорошо. вот таким вот образом одеваем на руку И завязываем. и завязываем узелочек. Отлично. Ну а в конце передачи мы посмотрим, что у нас Ожерелье получилось. жди в конце передачи. А мы хотим в студию пригласить нашего первого гостя, который приехал к нам с Сотинцев. Это директор Усалданского техникума, отличник профессионального образования и молодежной политики. А самое главное, почему мы его пригласили, он Здравствуйте. многодетный отец. Папа 5 детей Андрей Стрекаловский. Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, о своих детях. Вот у вас их 5, и насколько мы знаем, старшему 13, младшему всего 2. Да, все правильно. У нас обычная сельская многодетная семья. Живем вот в селе, как говорили. Старший сын Ярослав у нас развит более интеллектуально. Он является президентом школьного самоуправления в школе. Участвует в олимпиадах, победитель районных олимпиад. Потом Филипп у нас более физически занимается вольной борьбой. Лилия играет в хомусе, читает стихи. Так, и Майя у нас очень развита творчески, победительница и лауреат, и дипломат республиканских и улусных мероприятий, и бриллиантовые нотки. Вот. И в марте собирается на международный фестиваль «Великая Россия». Вот, там тоже пригласили. И маленький Михаил у нас 2 годика. Он пока учится у сестер и у братьев. Ну, у него большой это пример, да? Да. Мы смотрим, слышим, вот вы занимаете детей творчеством, во всевозможные кружки, олимпиады, Да, да, да. они участвуют. Это вот требование времени или все-таки это вот как вы к этому относитесь? Что нужно постоянно ребенка занимать чем-то? Да, ну вот у нас постоянно вот с детьми заниматься не получается. Как бы я работаю вот, директором, мать работает в школе. И на каникулярные дни, ну, вечером, как время находится, играем ну, шахматы, вот, настольные игры. Ну, стараюсь вот, детей оградить от компьютера, телефона. Вот. У нас большая библиотека, от бабушки досталась. И ребята читают. Вместе читаете книги с детьми? Да, ну, когда время есть. Ну, с маленькими вот, сказки, вот это читай. А какие еще общие занятия есть у вас? Семейные, может, традиции? Ну вот у нас, как сельская семья, традиционно это у нас огород, большой огород, теплица. Занимаемся, ну, ребята кушают картошку, вот сорняки собирают. Зимой работы у нас полно, лед, вот снег чистить. Ну вот вы сейчас рассказываете, да, это же труд. Вы считаете воспитание трудом.
Да. Сейчас очень ограничено воспитанием трудом. Даже отменили урок в школе труда. Сейчас технологии вот переназвали. Раньше были трудовые лагеря, ЛТО называлось. И мы там воспитывались. Сейчас очень все запретом ограничено законом. Поэтому вот у нас, отличие от города, вот есть чем заняться и занимать детей. Ну, хозяйство у вас есть свое, да, огород? Да. У нас ну, большой огород, как говорил, там овощи, вот, даже арбузы, помидоры, вот так. А вот буквально к нам вчера приходил председатель Лиги отцов, говорил, что вот о важности роли отца в семье. Вот насколько вы их своим примером воспитываете? Ну, я сам люблю охотиться. У нас дедушка в селе Тюлях находится, вот Михаил Филиппович. Летом к нему на рыбалку идем. Он сам охотник. В основном вот вместе с дедушкой воспитываем детей. Ну, у нас там избушка дедушкина. Там на 3-4 дня остаемся, рыбачим, играем в выживалки, что добываем, едим. Вот, ну, вот парней так воспитываю. Здорово. То есть А что девочек? сами делаете? Ну, девочками Мама, да, стараемся ягоды, бруснику собирать, вот это вместе, это у нас как традиция сложилась. Там шашлыки делаем. С собой везде Да, детей с собой возите? везде стараемся. Мгм. А насколько отличается воспитание мальчиков, девочек? У вас есть и дочери, и сыновья. Есть невписанный закон, как бы девушки к папе там близко, а парни вот с матерью как, ну вот, разговаривают по душам. Вот. Ну, сейчас по мере взросления уже парни идут к отцу. Раньше, когда маленькие были, наоборот было вот так. А сейчас уже девочки... Меняетесь местами, да? мы меняемся местами, поэтому... Андрей, мы продолжим с вами беседу сразу после рекламы. Дорогие телезрители, никуда не уходите. Рекламная пауза, после которой обязательно встретимся. Добрый день, дорогие телезрители! Вы смотрите передачу «Город женщин». И до рекламы к нам присоединился многодетный папа Андрей Стрекаловский. Андрей, вы папа 5 детей, как мы уже сказали. Вот как мотивировать ребенка, да, на действия? У нас сегодня как раз тема, как правильно мотивировать своего ребенка. Вот как вы это делаете на своем опыте? Ну, в основном я считаю, что сейчас в подростковом возрасте или в юношестве вот ребята берут пример с родителей, так, с дедушки, ну вот близких людей. Поэтому я всегда говорю ребятам, что должна быть цель в жизни, говорю. Хорошо надо учиться, говорю. Проезжая мимо, например, автовокзала или там где-нибудь стоят, ну, так скажем, бомжи, да, например. Вот я говорю им, вот, ребята, если не будете ленивыми, Суровый пример. Да, так прям жестокий. будете вот, и очень влияет, я думаю. Ну, с маленьких лет я говорю. Вот А так. вот как вы делаете, что вы делаете еще, чтобы вот у ребенка не появились плохие привычки, чтобы он не попал в плохую компанию, особенно вот в подростковом возрасте, это же такой период, когда нужно держать ухо востро. Ну, я особых указаний не даю. Думаю, что ребята сами должны это понять. Поэтому то, что плохо говорим, и в школе говорят, и мы говорим. Ну, у нас, например, никто не курит из родственников, и все. Поэтому вот ребята должны сами понять то, что плохо. Мы тоже это проходили в детстве, все пробовали, и они, наверное, будут и должны сами определиться. И мы только подталкиваем, чтобы это плохо, и это... То есть вы строите свои отношения с детьми на доверии? Да, надо верить. Сильно ограничивать ни в чем нельзя. Или
силой вот так И тем не заставить. менее, их же надо направлять. Да, только направить надо. Как? Ну вот, как говорил, вот это на примере вот про бомжей говорил, про это. Если вы будете ленивыми или плохо учиться, вот останетесь вот такими. Поэтому стараемся развивать творчески, интеллектуально, физически, вот, чтобы здоровыми были. И я не ставлю, что стали все олигархами там этими. Надо быть вот, Бизнесменами, да? найдите, как жену ребятам говорю, как мать. А вот вы как сельский человек, вот в селе воспитывать детей сейчас считаете лучше? Да, раньше жили в городе тоже, с 5 детьми очень проблематично. Вы переехали? Да, переехали 6 лет тому назад. И сейчас считаю, что очень лучше. Мы- Чем? Какие плюсы, да? Но больше времени с ребенком остается. И природа рядом. Я стараюсь всегда любить, ну, воспитывать любовь к природе, к традициям нашим. И пацанов на охоту, и про Байнай говорим, у костра. Вот сидим и по душам разговариваем. И самое хорошее воспитание так. Это. А какие советы вы можете дать молодым родителям? Ну, прежде всего, семья должна быть полноценным, должна быть мать и отец. И в первую очередь отец и мать должны друг друга понять. Если вот, например, я кого-нибудь ругаю, то мать сразу приходит и защищает. Такого не должно быть. Если вот Единомыслие должно быть, да? единомыслие. Или жена там ругает дочь, например, да, говорит, что это плохо. Поэтому вот друг друга должны понимать, вот отец и мать, ну, в чем должен уступить. Но роль отца должен быть очень немножко, чуть-чуть, ну так скажем, важнее, чем дети маленькие, в основном вот у отца. Авторитет отца. Все-таки ориентируются на Авторитетом, отца. ага. Андрей, спасибо вам большое, что посетили нашу студию, за ваши дельные советы. Спасибо. Мы желаем гармонии в вашей семье, чтобы ваши дети выросли достойными людьми. Спасибо. Дорогие телезрители, а мы продолжаем. Дорогие телезрители, да, вот мы хотим объявить о том, что у нас начнется новая рубрика. Если в вашем телефоне очень много видео ваших детей, да, вот где они делают что-то интересное, да, читают стихи, танцуют, кого-то кого-то изображают, да, пожалуйста, отправляйте нам, и ведь именно ваш ребенок тогда может стать героем нашей передачи. Вы можете отправлять свои видео на нашу страничку в Инстаграм или на нашу электронную почту. А сейчас я предлагаю посмотреть нашего первого участника. Его зовут Аралхан, и он очень любит читать стихи. Белеет парус одинокий в тумане в море голубом. Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит.
Такие дети забавные, да? Дорогие телезрители, ваш ребенок тоже может стать героем нашей передачи. Девочки, а я свое ожерелье уже закончила. Молодец. Первое в И жизни. не скажешь, что первый вот. Оцените. Очень Сарглана, красиво. давай ее на тебя. Сарглане очень Хочешь на меня подходит надеть, да? У меня сегодняшнему будет луку твоему. целый Да. набор. Да, может, ты сама? Ну, хорошо. Сейчас. Оцените, мне кажется, Так, мне очень. по длине так нормально, да? Да, хорошо. Хорошо. Сейчас. Ну вот мы нарядились Да, все. и можем продолжить передачу. Так, мнение родителя до рекламы мы уже услышали. Теперь хотим послушать мнение педагога. И приглашаем к нам в студию директора бизнес-школы для детей iBest, педагога, психолога, коуча Аину Анатольевну Павлову. Здравствуйте. Аина, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствуем вас в нашей студии в городе женщин. Очень приятно вас видеть тоже. Расскажите, пожалуйста, вот что за бизнес-школа? Вот туда приходят будущие бизнесмены, что? Так, я вкратце расскажу, Даша, а что за курсы, какое содержание. То есть мы учим детей быть успешными, эффективными. Всем же этого хочется, да? Все же могут, каждый ребенок может это. То есть у нас курсы состоят из 3 блоков. Это личностное развитие, это ораторское искусство, это основы предпринимательской деятельности. Что означает личностное развитие? Мы учимся сначала принимать себя, какие есть, учимся понимать себя, свои ценности, что для меня важно, да, чего я хочу на самом деле. И учимся определять свои цели, ставить цели с детьми. А с какого возраста к вам приходят С дети? 7 лет. 7 лет, для маленьких чуть-чуть другая программа, конечно же. С маленькими детьми учимся больше коммуникативным навыкам, да, развиваем коммуникативные навыки, учатся общаться, учатся договариваться между собой, убеждать, такие вещи, раскрываются. Удивительно, Вот. таких малышей можно... Да, и личностное развитие, да, я расскажу, да, и учимся ставить цели и договариваться, убеждать, тайм-менеджмент, управлять своим временем, управлять своими эмоциями, управлять свои действия, планировать свои действия, да, и уверенно выступать на публику, да. Всем это важно. А вы сейчас можете сделать анализ, да, вот от ваших воспитанников, какое качество или навык, ну, в большинство случаев хромает у детей? На что нужно обратить внимание родителям? На что нужно обратить внимание? Основа основ, я считаю, да, это уверенность в себе. Каждый ребенок имеет свои способности, свои таланты, и когда уверенность в себе обретает ребенок, да, как автоматически у него начинает что? Эту уверенность можно воспитать в ребенке. Конечно, А как? конечно. Как воспитать? Как? Мы этому, да, то есть шаг за шагом учимся. Ну, есть... Дети же очень уже разные. бывает, да, дети разные. Есть дети, Как найти которые вот уже... подход? Уверенность в себе — это принятие себя, какой я есть на самом деле. Вот. И когда ребенок принимает себя, какой я есть, он принимает свои способности, понимает, что для меня важно. И тогда, когда ребенок определяет свои цели, он что? Ну, когда у человека есть цели, он какой становится? А какие цели у 7-летних детей? Ну, у 7-летними детьми как? Мы, в общем, работаем в основном по коммуникативным навыкам. Да? Ну, то есть сначала ребенок как? Для этого возраста очень важно уметь общаться, уметь открыто что? Проявлять себя, да, свои эмоции, выражать свои мысли и так Мне вот далее. интересно, да, я, когда была подростком, я хотела быть учителем. Да, я думала, это просто верх совершенства, верх моей мечты. А сейчас дети кем хотят быть? Ну, каждый по-своему, у каждого свои желания, да? Ну, не космонавтами наверняка. Нет. Да, и- А сейчас дети очень Да, вот какие зачастую, да, интересы сейчас у детей? каждый ребенок хочет быть каким? Успешным, конечно же, да? А что такое успешность, как вы считаете? Ну, Успех, я считаю, если человек гармоничен и счастлив внутри, для меня это и есть самый настоящий успех. Достигший каких-то результатов в жизни. результатов в жизни, да? Все хотят быть
востребованность, наверное, да, полезность. Нужными. Да, когда ребенок полностью что делает? Самореализовывается, не ребенок, но в будущей жизни, да, к этому стремятся, да. И когда мы сейчас говорим о подростках же, да, подростки, когда конкретно знают свои цели, если даже они со временем могут чуть меняться, но они более уверенными в себе становятся. Они знают, чего хотят, они знают, что для этого нужно делать. И когда в уме есть определенный план, он спокоен, он уверен в себе, он уже не думает о каких-то таких вещах, да, которые что делают, ограничивающие убеждения, Айна, мешают. Спасибо большое. Мы прервем сейчас на короткую рекламу. Дорогие телезрители, никуда не уходите. Дальше будет еще интереснее. Добрый день всем, кто к нам только что присоединился. Вы смотрите «Город женщин». У нас в студии в гостях директор бизнес-школы для детей iBest Аина Павлова. Аина, мы, вот как и многие наши телезрители, наверняка наслышаны о вашей школе, что после посещения ваших курсов достигают каких-то прям немыслимых результатов, очень таких эффективная работа у вас ведется. Вот что за методика? Так, программа разработана на основе опыта аналогичных школ в зарубежных странах, в центральных городах России, да, с добавлением инструментов коучинга. А что это означает? Мы задаемся вопросом не почему у ребенка сейчас в данное время не получается, а задаемся вопросом, как сделать, да, чтобы получалось. И мобилизуем ресурсы, конкретно ставим цели, как говорила, да, и прокладываем эти шаги. То есть коучинг — это как помогаем, что быть... Договариваемся, да? Да, раскрываем потенциал ребенка и помогаем достигать эти цели. Как мотивировать ребенка вот к этому, к раскрытию, чтобы он раскрылся, вот, чтобы не сжимался? Вот особенно у подростков такое бывает. Они закрываются, и к ним очень сложно бывает подобраться. Как вы представляете быть мотивированным подростком? Да, что это означает? Чтобы он видел результат? Да, он, когда видит результат, это означает иметь какую-то цель определенную, да? А когда верит, да, в это, что действительно я смогу этого достичь, да, вот тогда ребенок что делает? Охотно начинает прилагать усилия, чтобы получить какие-то определенные результаты. Вот же, а это же называется, да, мотивацией. Когда что-то делает ребенок, при этом не просто делает, а охотно делает. Вот. И когда верит в результат, когда он, наверное, уверен в себе. И что Вот, нужно вера ему в сказать? результат. Что нужно вот родителю, маме, папе подойти, сказать своему ребенку? Доверять своему ребенку. Доверять, верить в него, да, и как раз мы вчера провели опрос на эту тему, да, как они видят идеальное общение с родителями. То есть мы провели опрос среди 15, 16, 17 лет детям. 98% что сказали, как вы думаете? Что сказали? Интересно, прям интрига. Никто не любит, когда я рассказываю, да, с позиции подростка, когда я рассказываю, никто не любит, когда их комментируют и начинают, вот я тебе говорила, вот, то есть без комментариев, чтобы они хотят, чтобы родители услышали их, поняли их, да, то есть и поддерживали в любом случае без советов. Никто не любит, подростки не любят советов, да. Даже со стороны вот самых близких людей, казалось бы, да? Да, постараться понять. И когда, например, если случаются какие-то неудачи, может быть, да, какие-то, что-то не получилось, и просто сесть с ребенком и подумать о действиях, задаться вопросом, что делать, а не почему это так получилось, не копаться, да, что делать. Вот тогда они чувствуют, что поддержку... Ставить правильный вопрос. Да, ставить правильные вопросы, потому что все ответы
детях уже есть. А как понять, что вот твоему ребенку ты нужен именно сейчас? Я вот по себе помню, да, когда вот что-то не очень хорошее случалось, я боялась подойти к родителям. Я лучше подойду там к подруге, еще к кому-нибудь, но не к маме с папой. Ну, почему боятся дети? Чего боятся? Вот что будут Боятся, ругаться. что Быть Да, непонятыми, что наругают. Вот. А как Именно правильно этого и детям боятся. делать замечания, чтобы их не обидеть? Потому что подростки, они, как правило, сейчас очень обидчивые, очень Конечно. восприимчивые. Как вот Ну, так правильно сделать? не Замечание? давать замечания, не комментировать. Не Просто комментировать? Не комментировать. Не Ну как, вообще не комментировать. реагировать, что ли? Нет, имеется в виду постараться понять эту ситуацию с его позиции, да, с позиции ребенка. на его сторону, Да, да? встать на его сторону, посмотреть на мир его глазами, потому что у нас, конечно же, есть свой опыт, да, своя жизнь, мы хотим, мы со стороны как будто видим, как все это должно Обычно быть же мы всегда правильно. знаем, как Да, тебе лучше, да? Вот эти вот два стиля, когда умник, да, называется, я все знаю с высоты своего жизненного опыта, но это никому не нравится, да, это первая позиция неправильная. И второй стиль неправильный, он это обвинитель. Ну вот ты сам виноват, да, я же где говорила, вот так не надо. Вот это вот и не любят подростки, и по возможности избегать вот этих двух позиций неправильных. Обвинитель и Можно я умник. вопрос маленький задам? Вот ребенок не хочет идти в школу. Как мотивировать ребенка на учебу вообще? Я не говорю про успешную учебу, а вообще в принципе на учебу. Ведь подростков сейчас интересуют друзья, подруги, вот сверстники. Как-то учеба на второй Вот, план надо отходит. понять причину, у каждого своя причина, да, вот почему он не хочет прямо сейчас, да, идти в школу, потому что быть как другом, да, задавать вопросы действенные, вот вопросы, да. Говорить, говорить, Ага, говорить, и да? просто слушать ребенка, когда наводящие вопросы, еще вопросы, да, и тогда понимаешь больше ребенка, почему, может быть, там... Слышать и слушать ребенка, да, да, своего. да. Аина, спасибо большое, что посетили в нашей Спасибо. студии, за ваши советы. Спасибо Мы тебе желаем большое. вам развития и благодарных учеников. Спасибо. А мы продолжаем. Сегодня пятница, и наверняка все перед выходными думают, как же их интересно и полезно провести. Я люблю смотреть фильмы на выходных, да, но и чтобы они были не просто такими пустыми, а чтобы их можно было посмотреть с детьми. А какой фильм выбрать, мы вам подскажем в следующем сюжете. Что посмотреть с детьми? Задача не из легких, поэтому мы сделали список картин, которые легко можно найти в интернете. Фильмы Джона Хьюза всегда наполнены легкостью, и кинолента «16 свечей» не исключение. Стоит посмотреть со своим ребенком эту картину, которая уже давно стала классикой в подростковой среде. Первая любовь, отношения с родителями и другие недопонимания, окружающие детей в этом возрасте, поданы под соусом юмора и точно придутся по вкусу. Кому не хочется вспомнить свои 16, а еще и заполучить возможность обсудить с подростком любовные темы. You say it's your birthday. It's my birthday too. Don't do that, okay? А если вашему ребенку еще расти и расти, то французский фильм «Маленький Николя» 2009 года будет как никогда кстати. Его можно смотреть уже с 6 лет. Музыка, быстрая смена картинок, яркие цвета точно заинтересуют ваше чадо, а вам подарят 90 минут спокойствия. Особенно просмотр окажется полезен тем семьям, которые хотят подготовить малыша к рождению братика или сестренки. Забавная история придется вам точно по душе. Несмотря на то, что современный российский кинематограф пестрит афишами новинок, о старых советских фильмах забывать все-таки не стоит. Следующая картина знакома многим взрослым, но посмотреть ее с сыном, с дочкой стоит. Не секрет, что дети в школе бывают жестоки. Особенно это чаще всего проявляется с 12 лет. Героиня, которую играет маленькая Кристина Орбакайте, столкнулась именно с таким отношением сверстников. Фильм «Чучело»
учит смелости, доброте и справедливости. Иногда, чтобы что-то донести, нужно просто показать на примере. Если у вас совсем кроха, который не готов пока обсуждать серьезные темы, но готов узнавать этот мир, то мультфильм станет отличным вариантом. Рекомендуем «Приключения мистера Пибоди и Шермана». В легкой и непринужденной форме ребенок узнает о некоторых исторических фактах. Да и взрослым будет полезно освежить свои знания. Но не принимайте все слишком буквально. Не забывайте, ведь это лишь мультфильм. На нас валится прошлое. Тутанхамон? Пенни! Что? Последняя и завершающая картина нашего списка основана на реальных событиях и послужит отличным мотиватором для вас и вашего 16-летнего ребенка. Кинолента «Писатели свободы» затрагивает тему трудных подростков. Здесь отображены проблемы расизма, непринятия мнения другого, ситуации, когда ты не знаешь, как лучше поступить. Фильм напоминает о том, что только от нас зависит наше будущее, и что мы в силах изменить обстоятельства, если... об этом вы узнаете, когда включите плей. Отличных выходных и приятного просмотра. Добрый день еще раз. С вами «Город женщин» и рубрика «Фабрика идей». Я сейчас вам хочу показать, что у меня получилось. Вот такое прекрасное летнее ожерелье, для подростков, для девочек, которые каждая девочка сможет сделать, даже не прибегая к помощи мамы, буквально за 5 минут. А также я сделала украшение для дам постарше, то есть это такое, немножко оно получилось винтажное. Я приклеила сюда для скраббукинга специальные такие продаются детали, украшения декоративные. Вот мы по той же технике сделали косичку, вот, и это ожерелье, и к нему браслет такой получился. Мне кажется, можно family look даже с дочкой Да, маме можно сделать да? одинаковый family look, а также мы сделали маленький браслетик такой мальчиковый. У меня вот был значок с героем «Железный человек». Я думаю, что мальчикам тоже нравится ведь фенчики носить, да? В последнее время это модно, Это писк тренд. моды, да, такой. Я думаю, что мальчики с удовольствием, мои сыновья будут носить такие браслеты. Вот. А сегодня мы наконец-то смогли тебе помочь, и сейчас на мне то, что мы сделали с Марией, мы первый раз, да, вот это правда то, что это очень просто, мы сделали, Мария сделала. Буквально на глазах. Буквально на глазах, да. Мария сделала ожерелье, а у меня получился вот такой интересный браслет. Мне кажется, очень хорошо. Тебе очень подходит Да, к сегодняшнему костюмчику. очень здорово. А далее, дорогие телезрители, после рекламы мы наконец-то в студию пригласим тех, о ком мы говорили всю передачу. Это кто у нас? Это подростки. И самые яркие представители подростков в нашем городе. А кто это будет, мы узнаем сразу после рекламы. Давайте, девочки, интригу не будем нарушать. Да? Да, и благодаря им мы сможем погрузиться в мир подростков. А то мы все говорим, и с родителями говорим, и с психологом говорим. А что же думают они сами на самом О деле? нас, о родителях. Да, у нас Юлиана мама сына-подростка, и я думаю, ей будет очень-очень интересно, и она задаст им очень интересные вопросы. Мы прямо ждем. Дорогие телезрители, мы напоминаем, что у нас есть страницы в Инстаграм, в социальных сетях. Вы можете писать нам, отправлять свои вопросы, пожелания, и, возможно, именно ваша тема станет темой будущего эфира. Далее реклама. Вы смотрите «Город женщин», и сегодня наша тема «Как мотивировать своих детей». И тема у нас семейная, поэтому
хотели бы рассказать о том, что настольные игры – это отличный вариант для семейного времяпровождения. Также можно и с друзьями. От таких есть несколько видов. Это активити для малышей, все возможно, лайфстайл, классическая дорожная версии. Активити 3 путями развивает важнейшие для детей навыки. Задания, рисунки развивают творческие способности и учат максимально четко ухватывать суть образа, повышают навыки сопереживания и понимания других, а также служат для повышения мелких моторных навыков, влияющих на развитие мозга в целом. У вас будет только 60 секунд, чтобы разгадать как можно больше слов, указанных на картах. Побеждает та команда, которая первая придет к финишу. Веселая игра, которая может стать прекрасной традицией в вашей семье. Настольные игры в наличии в магазине «Остров Забава» ТРК Туймада. Я думаю, что данные игры, они объединяют семью. Не только вот развивают ребенка. Это точно, особенно зимними вечерами. Потому что время проводить надо с детьми как можно больше. Это точно. А далее, дорогие телезрители, наша традиционная рубрика «Полезный Инстаграм» от Саргаланы Амосовой. С вами рубрика «Полезный Инстаграм». Сегодня у нас будет очень важная тема – социальные сети и подростки. Готовясь к передаче, я провела опрос среди своих друзей и знакомых, у которых дети-подростки. И мнения были самые разные. Одна часть говорила то, что категорически запрещает своим детям регистрироваться там. Вторые говорили то, что их дети там попросту тратят свое время. А третья часть, наоборот, сказала то, что благодаря им их дети стали более открытыми и целеустремленными. Если говорить о YouTube, то там есть такие каналы, где юные видеоблогеры рассказывают о том, какие книги они читают, да, тем самым мотивируя ребенка к чтению. Ведь в подростковом возрасте детям важно не мнение родителей, а мнение их сверстников. И сейчас я хочу пригласить в эту студию детей, да, на страницах которых наверняка подписаны не только подростки, но и их родители. Встречайте, Диана Егорова и Сергей Сидоров. Воспитанники Здравствуйте. интеллектуальной студии «Завод». Привет, ребята. Да, ну вот мы начали говорить о социальных сетях, да, и Диана, я знаю, что ты в тройке лидеров якутского Инстаграма. Да, Ты сама ведешь свою наверное. страницу? Да, я сама веду. Ну, по идее, по сути, нам помогали, то есть мне помогали моя руководительница Нильга Николаевна, и я ей очень благодарна, то, что она сперва открыла и начала создавать, и, я-то маленькая была, из-за этого я не знала, как писать там правильно, всякое такое, и она помогала мне, а потом уже я начала сама видеть. Ну вот вчера я заходила к тебе на страничку, да, перед сном. 104 тысячи. Ты не Да. устаешь? Ты не устаешь сама от этого? Да нет, мне наоборот очень приятно, то, что меня смотрят такое количество людей. Да, а ты как к этому относишься? К тому, что... Ну, вообще к социальным сетям. Что они тебе дают? Социальные сети — это как мотивация для меня, получается. Тебя комментируют, типа, ты крутой, там, хорошо танцуешь, и для меня это мотивация. Ты получаешь обратную отдачу, да? Мне становится приятно. А вот вы понимаете, то, что вы влияете своей страницей, своими постами не только на своих сверстников, но и вообще на людей? У вас же там не 1-2 просмотра, а сотнями, даже тысячами порой. Да. Да. Еще раз можете спросить? Ну вот понимаете, что влияете, да? Вот вы как-то там отбираете свои посты, думаете над ними, или вот просто мы пришли там, круто сфотографировались Нет. и Нет, выложили? мы очень долго думаем, конечно. И когда, например, выкладываем там видео, мы смотрим это 100 раз. Где там ошибка или там что-то. И всегда читаем комментарии. Большинство людей думает, что мы не читаем комментарии и всегда игнорим это. Но нет. А если тебе скажут в комментариях кто-то, что плохо танцуешь, ты расстроишься? Когда писали такие негативные посты, то есть комментарии первый раз, впервые, я, конечно, близко к сердцу принимала это все, обижалась, конечно. Потом мне сказали то, что это, то есть, типа, люди, те, которые завидуют, там, это всякое такое. Мне стало как-то легче, и я смирилась с этим. И, да, сейчас просто смотрю и такая думаю, если я плохо танцую, тогда не смотрите. Вот так Есть. вот. Ваше мнение имеет место быть, да? Да, Вот, если а не ты, пишут... Сергей, как относишься? Когда мне говорят, что я плохо танцую, но я
конечно, принимаю близко к сердцу. Ну вот, надо что-то менять, там, манеру танца или движения какие-то новые добавить. Ну, я вот как-то самокритичен. Вот так вот. Тоже. Диана, скажи, пожалуйста, мы наблюдаем за тобой с малых лет. Ты буквально растешь на наших глазах. Наверное, каждый человек, ну не каждый, но по крайней мере, да, из детей знает, кто такая Диана Егорова, Лил Ди. Вот как ты относишься вообще к своей популярности? Нету ли у тебя вот звездной болезни? Да, вопрос, конечно, сложный, но я вам скажу то, что у меня нет этого. И говорить ну, я, конечно, то есть не буду говорить то, что я популярная, там, всякое такое, потому что у меня не такая уж завышенная самооценка, да, и я, как обычный человек, там, кушаю, пью, там, ну, воду, ну, да, сок, или там, сплю, там, как человек, там, ну, хожу в школу, как обычные дети. Вот. Ну вот, Можно я скажу да, еще конечно. насчет этого? Это как в кино получается. Надо различать в жизни и на сцене. То есть на сцене ты другой, и в жизни тоже другой. Надо просто различать. То есть Вот. в социальных сетях это вы как на сцене? Да, получается так, ага. Как выступление? вы- Показываем людям то, что у нас есть. Да, а вот в будущем, вы сейчас скоро закончите школу, а потом что Чем будете планируете заниматься? Куда делать? хотите Да. поступить? С чем связать Я свою хочу связаться с танцами, ну, как обычно, потому что танцую я с пеленок, и я думаю, то, что это уже мое все, это мое жизнь. Танцы — Твоя это жизнь. Ты хочешь Да, профессию свою связать с Да, танцем? да, я хочу Хореографом. стать хореографом, хочу учить детей, ну, да, так вот. А Сергей? Я хочу параллельно танцевать и учиться. А на кого? После 11-го. Я сдаю английский, вот, сейчас 9 класс. Факультет иностранных, да? Ага, хочешь? факультет А иностранный. как вы учитесь? Хорошо учитесь? Отличники? Хорошисты. Молодцы. Как вам удается совмещать учебу и танцы? Ведь вы там, наверное, каждый день находитесь, да? Репетиции По несколько каждый день. часов. Да, мы танцуем каждый день, да, и это очень... Уже даже готовимся к чемпионату. Да, сейчас Вот, готовимся к конечно. чемпионату, из-за этого у нас Времени ночи еще до меньше. Да, Да, еще да. меньше, А да. вы не устаете? Хочется вот просто провести день обычного подростка, просто полежать, посмотреть фильмы, например. Ну, порой бывает, ага, так. Иногда, да. А вот мы вот до вас к нам в студию приходила педагог, она говорила, что детям очень сложно раскрыться перед родителями. Вы больше подойдете, если у вас какая-то сложная ситуация, подойдете к маме или к другу, к педагогу? К кому вы пойдете? Я пойду к подруге. Ну, не знаю, у меня просто слышать поддержку от сверстников, это, не знаю, это, как сказать, это, ну, они же Важнее тоже сейчас, чувствуют, как я, да, и будут понимать Они меня. такие же, как ты, Да, да? и потому что они понимают меня, из-за этого я сразу обычно что-то у меня там не так, иду к ним и, ну, спрашиваю. А ты? такие Ну, и советы. родители меня поддерживают в моих начинаниях, в моих танцах, поддерживают всегда. Конечно, родители всегда поддерживают. Они с нами будут до конца. И Давайте вот сейчас совет вашим сверстникам. Дайте им какой-нибудь такой хороший совет, что вы хотите им пожелать. Я хочу сказать, не слушайте никого, слушайте свое сердце. Вот так вот. живите только для себя, не для окружающих людей. И слушайте себя. И Здорово, никого. Реально, молодцы. да, вот это вот, Ребята, да. мы вас пригласили, не можем отпустить вас без танца. Прям Покажите просим. нам что-нибудь. Cash make the power come alive. Everybody know I set the vibe. Bet I steal your bitch like it's a crime. All my was come from doing time. Hands in the air we testify. Thank God that I'm alive. I've been popping all my life. It's like my birthday every night. I've been popping all my life. Thank God that I'm alive. I've been popping all my life. It's like my birthday every night.
thanking the Lord I'm alive. Your diamond's not looking alive. Dead. Think that you're swerving is wild. Heard you be talking to 12, but I do not fuck with them guys. No. First time I see me, your bill. I thought it was gold in my eyes. Yes. The coupe all red inside. Duplex shawty outside. We not feeling your vibe. Yeah. Played out, retired. Out here ain't true. Two-door coupe, no roof. Spice on the back of my shoe. You got more money than who? Christian Dior, my boo. Dior, real Dior. Gon' salute, salute. Drippin' and I got the juice. We with the Henny boost. You're looking at the biggest groove. I'm looking at the biggest boobs. Looking at the biggest diamond that I put up in my mama hula hoops. You really out of style now. Really need to bow down. Migo gang is a cash cow. Lay down the track, get the bags out. Handguns and the mags out. It's time for the bird, take a bath now. Smoking cookie, about to pass out. Come to the knock, got the bags out. Итак, проводите больше времени со своими детьми, ведь какими они вырастут, зависит именно от нас. Самое главное — любить ребенка таким, какой он есть, и не пытаться его переделать. Не забывайте наши новые рубрики, отправляйте нам свои видео ваших малышей. И, возможно, именно ваш ребенок станет героем наших следующих выпусков. Слушайте своего ребенка, научитесь его слышать и проводите действительно больше времени со своей семьей. А мы желаем вам приятных выходных. Пишите нам, отправляйте свои вопросы, пожелания. И увидимся ровно через неделю. A lot of flavor, boy, I'm all about my paper, boy. Went to LA and tried to smoke an acre, boy. I can't relate to noise, bumping like a tanker saw. I told her go to hell.